Сообщество «Честные люди» представляет «Без шторки ТВ». С вами Зарина Сорокина, сообщество «Честные люди». Нам пишут: сейчас не время говорить про Конституцию. Поговорим после новых честных выборов. Отвечаем: без правовых знаний, которые нужно получать и распространять прямо сейчас, нельзя рассчитывать ни на какие изменения. Да, сейчас можно обсуждать слухи, теории заговора, скандальные высказывания и шпица на столе. А можно разобраться с тем, каким мы видим свое государство. Тем более, что мы уже разобрались с тем, каким мы его видеть не хотим. Многие говорят о сдержках и противовесах в государстве, не наполняя, однако, эти слова реальным смыслом. Давайте разбираться на примере одного типичного белорусского городка. Знакомьтесь, это райцентр Чаркашкварск. В городе есть 3 госпредприятия, зависимые от дотации, и есть 5 частных, но помельче. Также есть 5 школ, училища, больница, поликлиника и музей. В городе есть граждане, которые платят в бюджет налоги, взносы и НДС с каждой покупки и надеются на лучшее. Городом управляет Иван Иванович, глава местной администрации, который назначил президент в порядке перевода с аналогичной должности из райцентра Хайтаковичи. Иван Иванович сам родом из Винни-Пуховичей, и чем живет Чаркашкварск или Хайтаковичи, он не знает и знать не хочет, так как надеется на перевод в столицу. Своим работодателем он считает президента, потому что еще в 1994 году по Конституции президенту разрешили назначать любых Иван Ивановичей на любые должности. И да, эту Конституцию мы приняли через наших депутатов Верховного Совета. Иван Иванович зорко следит, чтобы все должности на предприятиях и в организациях Чаркашкварска занимали люди, которые понравятся его прямому руководителю. Это потому, что мы по Конституции не запретили так делать. Мы рассчитывали на честность и справедливость, как Ивана Ивановича, так и Александра Григорьевича. Однажды Иван Иванович звонит им всем и говорит: «Эй, вы все помните, кому вы обязаны своей должностью. Давайте-ка баллотируйтесь в депутаты. Это ваша социальная нагрузка». Заместитель Ивана Ивановича, директор местной школы, идеолог местного училища, главврач местной больницы, директора местных госпредприятий – все они по устному приказу баллотируются в местный совет. Если местный активист, предприниматель или просто неравнодушный гражданин захочет пойти в депутаты внепланово, Иван Иванович просто не допустит к выборам никого, кто не зависит от него напрямую. Можно подать в суд на произвол Ивана Ивановича, но и тут есть проблема. Судей по Конституции тоже назначает президент. То есть у судьи тот же работодатель, что и у председателя райисполкома. В исполкоме формируют избирательные комиссии, куда будущие депутаты записывают собственных подчиненных. Потом они оказываются в дурацкой ситуации. Их никто не выбирал, их назначил председатель исполкома. И им нужно только единогласно что-то принимать и подписывать. А тут приходят люди и что-то требуют. Да кто они такие вообще, чтобы что-то требовать? Да, ни одна из наших конституций не предусматривала гарантированных способов контроля избирателей над своими депутатами. Отдали власть и забыли до следующих выборов. Даже если депутаты Чаркашкварского района серьезно зашкварятся перед избирателями, им ничего за это не будет. У депутатов, у главы исполнительной власти и представителей судебной власти один и тот же работодатель. И это президент. Иван Иванович согласовывает свои решения с президентской вертикалью. Ведь иначе его могут перевести даже не в Хайтаковичи, а еще куда подальше. Или еще хуже. Ведь и у генпрокурора тот же работодатель. Все депутаты обязаны своими должностями либо Ивану Ивановичу, либо президенту. И даже если у них есть свое мнение, они обязаны держать его при себе. Они без проблем принимают все спущенные сверху решения, включая назначение членов Совета Республики. Напомним, Совет Республики хоть и не избирается напрямую, но имеет куда больше полномочий, чем Нижняя палата парламента по Конституции 1994 с поправками. Как себя оправдать? Они говорят, что действуют в интересах государства. А интересы отдельного города или сообщества или человека, безусловно, слишком мелки, чтобы состязаться с государством. Но вот беда. Они все путают понятия «страна» и «государство». Страна – это все мы.
Это наша культура, история, наши желания и интересы. А государство задумывалось как наш инструмент управления страной для реализации наших интересов. У государства не может быть никаких своих собственных отдельных интересов. Это как если бы наш чайник отказался кипятить воду, потому что это не соответствует его интересам. И жители Чаркашкварска, как, впрочем, все жители Беларуси, не могут влиять на то, куда уходят их налоги, не могут реализовывать свои инициативы, не могут поддерживать чужие. Потому что весь контроль над органами местного самоуправления передан одному лицу. И вопрос всем. Какие издержки и противовесы мы должны предусмотреть в Конституции для того, чтобы все Иван Ивановичи вспомнили, кто их работодатель? Давайте определим для себя. Кто должен назначать глав местных администраций? Может ли глава местной администрации назначать и снимать местных руководителей госорганизаций? Кто должен назначать судей и руководителей силовых ведомств? Как избирателям вернуть контроль над своими депутатами? Нужен ли нам Совет Республики? Это не такие уж и сложные вопросы. Обсуждайте, спорьте и приходите к общему мнению, доверяйте себе, не верьте никому на слово. И подключайтесь к кампании «Народная Конституция». Все ссылки в описании видео.